Обработать руки дезраствором, надеть стерильный халат, чтобы не занести инфекцию. Только после таких нехитрых манипуляций можно попасть в святая святых агрокомплекса – тепличные цеха. Школьники здесь впервые. Экскурсовода по совместительству и главного агронома слушают с интересом. Мы решили вас ознакомить непосредственно с производством. Большое производство. Специалист этого хозяйства вам сейчас объяснит, что они делают, как выращивают эти помидоры, как подводят питание. Дополнить школьный курс биологии и расширить знания учеников. Такие познавательные практические лекции для учащихся Сунжинской второй школы проходят с 2019 года. Тогда в учебном заведении открылся уголок «Юный агроном» по инициативе ингушского филиала Россельхозцентра. Мы ведем, с 8 класса начали, и вот в этом году ребята у нас выпускаются. И мы хотели ближе их подвести к производству сельского хозяйства, именно какое хозяйство, каким производством занимается. Посадка, культивирование, создание особого микроклимата. В агрокомплексе применяется голландская система. Растут красные ягоды не в земле, а в специальных лотках. Каждому кусту подведена трубка, куда подается необходимый питательный раствор. Мы видим, что томаты растут не в грунте, а растут непосредственно в кокосовом субстрате, который занимает объемом всего 18 литров на 4 растения, плюс 2 дополнительных побега. Сорта у нас здесь в основном голландской селекции. Есть здесь даже собственная метеостанция. Диана Аздоева даже не представляла себе масштабы тепличного производства овощей. Говорить, видеть вживую все куда интереснее. Я не думала, что оно настолько большое и что здесь проводится столько работ. Я не знала, что выпускать специальных насекомых для опыления. Я думала, это просто само по себе происходит. И я узнала, что здесь работает очень много людей, этот труд очень востребованный. У них очень тяжелая работа и очень нелегкая. Весь процесс выращивания томатов установлен в автоматическом режиме. Специальная программа регулирует подачу тепла и циркуляцию воздуха. Климатические показания отслеживаются на вот таких мониторах. Все это позволяет овощеводам не зависеть от погодных условий и получать урожай круглый год. На графике мы видим непосредственно сам температурный режим, который задан в теплице, соответственно, полив, который сейчас прошел, и, соответственно, заданную программу, где непосредственно верхний контур отопления, нижний контур отопления, вентиляция, подача СО2. На этом экскурсия в агрокомплекс Сунжа заканчивается. Овощеводы и работники Россельхозцентра надеются, что старшеклассники выберут агроспециальности, потому как профильные специалисты всегда в цене. Тамара Хшагульгова, Адам Далаков, Новости 24.